Несколько выездных приемных комиссий принимают документы будущих абитуриентов в Тувинском строительном техникуме. Айхирел Хуракпан после 11 класса получил красный диплом по специальности столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Сегодня он пришел сдать документы в приемную комиссию в Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию и надеется, что поступит на бюджетную основу. Куда ты поступаешь? Поступаю на высшую агроинженерию. А почему именно туда? Интересуюсь техникой. Что предусмотрено для студентов по бюджетным местам в Кузбасской сельскохозяйственной академии, рассказала Надежда Старикова. Они получают стипендию, они получают социальную стипендию, если в ней нуждаются. Они получают, если они получают социальную стипендию, то первые 2 года они еще получают повышенную социальную стипендию. Они получают стимулирующую стипендию, если они участвуют в творчестве, в спорте, в науке, в общественной деятельности, это волонтерство в частности. Ну, то есть, если ребенок учится хорошо, получает стипендию, и участвует где-то еще, он получает от 15 тысяч рублей в месяц. А жилье? Да, у нас есть общежитие 9-этажное в спальном районе города Кемерово. Также здесь можно получить консультацию выпускникам прошлых лет. Им расскажут, как поступить и какие документы нужно сдать для получения образования. На сегодняшний день большинство заявок традиционно в медицинские, экономические, юридические и педагогические вузы. Для удобства населения также организована выездная группа. Буквально вчера наши представители нашей комиссии работали по приему заявок, по оказанию консультаций в Айтайгинском, Барунхеймском гажуне, в городе Агдовраке. Сегодня они работают в Авьюрском гажуне. Также планируется выезд в Тоджинский гажун. Для тех ребят, которые не смогут доехать в Кызыл, там же мы постараемся принять их заявления, чтобы без выезда наши абитуриенты поступили в учебные заведения. 6 разных учебных заведений принимают документы. Завтра к ним присоединится комиссия Сибирского федерального округа. Как сообщил первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва Владимир Мангуш, в этом году целевых мест гораздо больше, чем обычно. Отличие целевого обучения от предыдущих лет. Если предыдущие до 2020 года такие целевые наши абитуриенты из Республики Тыва участвовали среди только абитуриентов из Республики Тыва. То есть 5 мест для Республики Тыва в каком-то учебном заведении. Наши участвуют в этом конкурсе. Начиная с прошлого года такие правила приема образовательное законодательство внесены изменения о том, чтобы конкурс будет проводиться среди всех таких целевиков со всех субъектов Российской Федерации. То есть места увеличены? Да, количество мест также увеличено, но здесь наши дети участвуют в конкурсе среди всех целевиков со всех субъектов нашей Родины. Заключить договоры о целевом обучении можно по адресам Калинина, 11, Щетинкина, 46, Московская, 137А, Калинина, 1Б и Чульдум, 18. Алдынкыз Буян Чайхан Дунгак, Ангар Оржик, Тува, 24.